В эти дни в социальных сетях появилась информация о медведе-шатуне. Наш корреспондент из Ленска Олеся Васева решила выяснить, действительно ли медведь решил не впадать в спячку. Непрофессионалам разобраться в том, кому же все-таки принадлежит след, очень трудно. Учитывая то, что район тубдиспансера достаточно многолюдный, и чтобы дойти до больницы приходится преодолевать внушительное расстояние почти по лесной дороге, мы решили обратиться к специалистам охотнадзора, чтобы они помогли определить, кто же оставил след на дороге, и рассказали, чем же так опасны шатуны. Они должны быть в берлоге, находиться в спячке. Ну, по каким-то причинам или люди подняли, или собаки, или волки, может быть, из берлоги разбудили медведя. Медведь может переходить с места на место. Но если он, опять же, повторно не залег, то представляет определенную угрозу для людей. По прибытию на место и после тщательного осмотра следов специалист сразу вынес свой вердикт. У медведя таких круглых следов-то нету. Даже, возможно, больше похоже на лошадиный, может. Да. Ну, под снегом заметено, точно-то не скажешь никак. Тем более лошади ходили, видите. У медведя круглых следов не бывает. Это даже если маленькие медвежата, у них след продолговатый. А это чисто круглый, это лошадь. Такое однозначное мнение, конечно, радует. Если бы информация о том, что в этом районе бродит шатун, подтвердилась бы, для охотнадзора это прямое руководство к действию. Например, медведя, что промышлял на трассе Ленск-Мирный, специалисты с собаками несколько раз пытались отогнать подальше от места встреч зверя с людьми, но он все время возвращался. Слухи о появлении медведей ходят не только по Ленску, и их тоже придется проверить. Слух о том, что в районе тубдиспансера ходит медведь, пока ничем не подтвержден. Но если кто-то владеет информацией, полезной для специалистов, необходимо сразу